Ежедневно сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам проводятся профилактические беседы по технике безопасности на водных объектах, а также по оказанию первой доврачебной помощи. Инспекторы напоминают, что популярное у якутян место на 203-м микрорайоне возле городского пляжа не санкционированное, соответственно, не исследовано водолазами. Государственные инспекторы напомнили и простые правила поведения на водных объектах. Простые меры безопасности в летний период – это носить кепки-панамки. Солнце жарит, можно получить солнечный удар. Носить пресную воду с собой, чтобы утолить жажду. Также для маленьких деток родителям рекомендуем, чтобы они приобрели нарукавники, надувные круги. Также советуем не купаться в нетрезвом виде, далеко не заплывать. В отличие от несанкционированных мест купания, на городском пляже предусмотрены все условия для комфортного пребывания. Шезлонги, зонты, душевые кабинки, круги и жилеты, а также многое другое. В иных местах таких удобств нет. Единственное, на кого могут рассчитывать отдыхающие в случае возникновения угрозы, это волонтеры Всероссийского общества спасения на воде. Слежим, чтобы на пирс никто не входил, там посторонних, частная собственность, чтобы посторонние не входили и далеко не уплывали. 2 смены есть, ночная и вот дневная. Мы дневная с 9 до 9, работаем с 9 утра до 9 вечера, и ночная также работает. То есть вы круглосуточно, да? Да. А сколько вообще вас человек, именно волонтеров? Есть еще другой пост, и там тоже люди. А 2, 4. Официально в Якутске работает 2 пляжа. Один из них находится на территории 202-го микрорайона. Все 360 метров береговой линии городского пляжа облагорожены. Очищен песок, дно залива и, конечно же, проводится уборка мусора. За соблюдение порядка отвечает администратор. У нас тут с 9 до 9, как по режиму работы пляжа, работают спасатели, обученные специальные, в количестве 9 человек. У нас 3 спасательных поста, как можете видеть. Они будут регулярно бдить за посетителями, за купающимися. Выставлена круглосуточная охрана силами ЧОП. Ежедневно тут круглые сутки будут находиться охранники. Акватория городского пляжа поделена на 2 купальные зоны. Одна для взрослых, другая для детей. Каждая из них огорожена соответствующими буйками. Так дети не могут зайти вглубь протоки более чем на метр. Взрослые же далее чем на 2-3 метра. Огорожена буйками белыми, чтобы следили, не упускали взгляда от детей. И ко всем отдыхающим, чтобы не заплывали за буйки, потому что за буйками там уже начинается яма. Буйки натянули, чтобы купались в зоне купания. В целях обеспечения безопасности купающихся на городском пляже имеются спасательные круги и кольца Александрова, а также плавательное средство для осмотра акватории. Мы установили специальные аншлаги, информационные щиты, стенды с правилами поведения на пляже, на воде, правила помощи при утопающим. Также у нас каждые 50 метров установлены санитарные точки, точки для сбора мусора, контейнеры маленькие по 100 литров. У нас есть специальное сплав-средство, которое регулярно осматривает купающихся людей. Для комфортного пребывания на пляже, а также для безопасности себя и других посетителей не стоит нарушать правила поведения на водных объектах. Тут от берега до буйков мель, а за буйками уже начинается яма, поэтому рекомендуется не заплывать за буйки красные. Сотрудники ГИМС напоминают, что территория городского пляжа соответствует всем нормам безопасности. Также хотелось бы обратиться к судовладельцам маломерных судов, к судоводителям, осуществлять эксплуатацию с соблюдением всех мер безопасности на водных объектах во избежание несчастных случаев. На другом берегу от городского пляжа находится лодочная станция. По правилам акватория разделена на 2 части. Таким образом, маломерные суда не имеют права заходить на территорию, отведенную специально для купания.
а купающиеся не должны заплывать на часть акватории станции. Чаще всего нарушают правила. В нетрезвом состоянии хотят пройти, не берегут имущество. Вот мы зонты ставили, зонты все переломали за пару дней, оставили эти лежаки. Следить за чистотой, не оставлять мусор. На территории города Якутска у нас действует санкционированное место для купания, городской пляж, которое оборудовано оградительными буями, установлены вышки, на которых дежурят специальные люди. Также имеется моторное судно. В случае, если понадобится помощь или гражданин начнет тонуть, то помощь будет своевременно оказана. На несанкционированных местах, к сожалению, такой возможности оказания помощи нет. Сотрудниками ГИМС ежедневно проводятся профилактические беседы для недопущения несчастных случаев не только на городском пляже, но и на несанкционированных местах. В первую очередь хотелось бы обратиться к родителям, проявлять особую бдительность в такой период, следить за детьми, не оставлять их без присмотра во избежание несчастных случаев. В случае непогоды и усиления ветра необходимо незамедлительно покинуть водоем, найти укромное место и переждать непогоду. Перед посещением водных объектов необходимо помнить правила, как вести себя на воде. Напомним основные из них. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Лучше купаться несколько раз, по 15-20 минут. При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдет остановка дыхания и потеря сознания. Не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать близко к проходящим лодкам, катерам и судам. Хотела сказать, что, наверное, все знают уже правила поведения на воде. Тут у нас инструктор стоит и раздает памятки, как себя вести на воде, особенно с детьми. Надо быть очень осторожным, присматривать за детьми и смотреть, чтобы они не заплывали за белые буйки, по правилам, да. Я ей сказала, что надо как себя вести, не всплывать далеко. Но она у меня же как бы опытная пловчиха, она уже не первый год тут плавает. И поэтому мы с ней уже 3-й год ходим вот на пляж городской. Так что она знает, как себя вести на воде. Врачи предупреждают, жара опасна для людей с хроническими заболеваниями. Больше всего подвержены больные, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно в летний период увеличивается риск возникновения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, тромбозов и других болезней. В группу людей, кто тяжело переносит жару, входят пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. Нелегко переносят жару и так называемые хроники, у которых имеются сахарный диабет, бронхит, гастрит, пневмония и астма. Плохо себя может почувствовать и абсолютно здоровый человек. Врач Аюна Лукина рассказала, какие симптомы сопровождают людей, получивших солнечный и тепловой удар. Холодный липкий пот или очень сильное красное лицо, становится такая гиперемия, да? Учащенное сердцебиение, усиливается это сердцебиение, пульс. Человек может быть слабый, видно сразу, может глаза закатывать, да, и так далее. То есть видно сразу, что человеку плохо, что у него наступил солнечный или тепловой удар. Нужно сразу оказать первую помощь, нужно обязательно увести от солнца в прохладное помещение. Как стоит спасаться при жаре? Необходимо пить как минимум 3 литра воды в день, носить головной убор, а также солнцезащитные очки. Не выходите на улицу в промежуток с 10 до 16 часов, когда солнце начинает особенно сильно жарить. Следите за уровнем влажности на улице, ешьте острую еду и принимайте витамин С. Откажитесь от алкоголя и кофеина. Принимайте холодный душ. Приложите холодные компрессы на шею или запястье. Выбирайте правильное постельное белье. Обложите тело холодными грелками. Для сохранения здоровья при купании необходимо соблюдать простые правила. Напомним, что купание разрешено только в оборудованных местах. В Якутске в настоящее время действует 2 официальных пляжа. В 202-м микрорайоне и на территории озера Сугун на 16-м километре Вилюйского тракта.